Доброго дня вам! Я Мурат бин Муслим, и вы на канале Курдское просвещение. Виктор Цой, легенда русского рока, человек, повлиявший на сформирование характера целого поколения людей. Сегодня мы разберем феномен Виктора Цоя и расскажем, какое отношение имеют курды к фамилии Цой. Разберем феномен Виктора Цоя. Его песни просты, актуальны и нравятся широкому кругу людей. Вот уже 30 лет, как нету с нами Виктора Цоя. А тексты песен, пронзая время, актуальны и по сей день. Как будто их написали сегодня. Они были бы актуальны и тысячи лет назад. Вот вам пример. В песне «Дальше действовать будем мы» Цой поет такие строчки. «Нам уже стали тесны одежды, сшитые вами для нас одежды. Дальше действовать будем мы». А теперь представьте, ведь тысячи лет назад и 2000 лет назад и сегодня, и всегда существовало малое количество людей, которые придумывают законы и рамки, как правило, всегда тесные, в которых должны жить большее количество людей, то есть шьют тесные одежды для людей. И такая банальная ситуация случалась всегда на планете Земля, и рано или поздно из народа выходили гении-бунтари, которые пели такие слова. Нам уже стали тесные одежды, сшитые вами для нас одежды. И вот мы пришли сказать вам о том, что дальше. Дальше действовать будем мы. Дальше действовать будем мы. Виктор Цой был честным и настоящим героем. Каждый считал его своим родственником. Ему все поверили, и если бы он выдвинул свою кандидатуру в президенты, то все бы тогда за него проголосовали. Он был настоящим лидером. Но сегодня мы хотим рассказать о тете легендарного музыканта Татьяны Петровны Цой, которая потеряла единственного сына, лишилась квартиры и осталась на улице. Сын Татьяны Цой, Владимир, был мастером тайквондо и тренировал детей. В какой-то момент ему захотелось заняться бизнесом, и он уговаривает мать продать квартиру и дать ему денег на раскрутку. Я хотела помочь, чисто помочь, как мать. Я вообще сама добрая. И мне говорили, не продавай, не продавай. Он у тебя пьет, не продавай. Ну, мать дура всегда. С бизнесом сыну Татьяны не повезло. Он обанкротился и вскоре скончался. Татьяна с единственным внуком осталась на улице. Вот уже несколько лет женщина снимает маленькую комнату в городе Алматы на свою крохотную пенсию. В жару и в холод Татьяна Цой в преклонном возрасте вынуждена работать. Она продает петушки на улице. В 2017 году канал НТВ организовал программу, где Татьяна Цой встретилась с отцом Виктора Цоя, Робертом Максимовичем, и попросила помощи. Но Роберт Максимович и сам переживал нелегкие времена. Он боролся с онкологией. В Израиле ему сделали операцию и облучение, на которое требовалась большая сумма денег. Фанаты Виктора Цоя собрали деньги, но этого хватило лишь на половину лечения. И Роберту Максимовичу пришлось продать одну из своих квартир, чтобы продолжить лечение. А теперь мы расскажем, какое отношение имеют курды к этой истории. Одна молодая курдская семья, узнав о тяжелом положении Татьяны Цой, решила помочь ей деньгами и попросила нас передать ей вот этот конверт. Мы провели свое журналистское расследование и нашли эту женщину. Прежде чем показать вам, как это было, я хотел рассказать об этой курдской семье. Когда я спросил у главы семьи, почему бы вам самим не передать ей эти деньги, на что он ответил: мы это делаем ради довольствия Аллаха и не ждем ни от кого ни благодарности, ни хвалы, и не хотим, чтобы это было показухой.
Вот такая вот истинно верующая курдская семья. Как я уже говорил, мы провели свое журналистское расследование, нашли Татьяну Цой и передали ей конверт с деньгами. Песен еще не написанных сколько, скажи, кукушка, пропой. В городе мне жители на выселках камнем лежать или гореть звездой. Звездой. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Увидев видеокамеру, женщина неохотно шла на контакт и не хотела, чтобы ее снимали, так как была разочарована во всем и во всех и была в глубоком отчаянии. А прохожие, проходя мимо, и не догадывались, что эта женщина нянчила самого Виктора Цоя. Кто пойдет по следу одинокому? Сильные да смелые головы сложили в поле. В бою. Разочарованная во всем Татьяна Цой не ожидала такого поступка, разволновалась и заплакала. Я пытался ее успокоить, но не смог сдержать слез и заплакал вместе с ней. Дорогие друзья, жизнь дана для добрых дел. Не проходите мимо, помогайте друг другу, ведь на ее месте может оказаться любой из нас. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так. Где же ты теперь, воля вольная? С кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь? Ответь, хорошо с тобой, да плохо без тебя. Голову до плечи терпеливые подплеть. Подплеть. Солнце
Виктор Цой был не только гениальным музыкантом, но и талантливым актером. Именно здесь снималась одна из сцен культового фильма «Игла». А как по-другому? Ладно, хорош порожняка гонять. 30 лет назад в одном из дворов города Алматы между забором и трансформаторной будкой режиссер Рашид Нугманов снимает одну из сцен своего культового фильма «Игла». Сейчас здесь висит вот такой плакат. Мы встретились с Рашидом Нугмановым. Мэтр сообщил, что возвращается в кино. Будем ждать с нетерпением новых работ.